Когда мужчина готовит, это бывает по-настоящему плохо. Традиционно казан на огне, а значит самое время показать, кто в доме хозяин. Плов лучше мужчины приготовит только другой мужчина, признается Бенали Халилов. Турки говорят, женщина плов может превратить в кашу, а вот мужчина сделает из него коронное блюдо. Не знаю, как ингуши или другие готовят. Мы вот видите, вот это мясо также оставляем. И масло в этом мясе остается так, сверху начинаем другие вещи добавлять. И никогда мы мясо с рисом не смешиваем. Вот уже больше 30 лет они дружно живут на ингушской земле. Турки-месхетинцы, прирожденные земледельцы, выращивают овощи. Говорят, здесь земля особого качества. Нужно только желание и труд. Ингушетия для них стала вторым домом. Здесь они обрели спокойствие и начали новую жизнь. 31 год, как мы приехали сюда. Спасибо ингушскому народу, что они нас приняли, они нас поддержали. Эти люди такие же люди, как и мы, с судьбой одной, верой одной. Человек есть человек, надо в тягости помочь. И Ингушетия не только нас принял, да, все приходили, уходили, но приняли, дали возможность прописаться, регистрироваться. Тем временем мясо в казане готово. Добавили лук, последний нужно прожарить до коричневого цвета. Все овощи тоже режет сам Бенали. Каждый по-своему делает, мне кажется, этот плов, отличие вот из приготовления. Мне кажется, только в этом. А так рис, морковка, мясо, этот лук, все же одно и то же. Как вы, когда вы ложите вот это, например, важно, да, вот приготовление. Технологии приготовления пищи, мне кажется, в этом. Кто как делает, а в чем делает, это нету, потому что рис, и ингуши, например, рис ложат, и мы рис ложим. А вот самый главный ингредиент в блюде – рис. Его хорошо промыли, добавили в казан. Теперь осталось ждать, пока все приготовится. Женщины в доме накрывают на стол. Сегодня праздник, а значит соберутся все друзья, родные и родственники. Ждет всех с нетерпением и бабушка Фикрия. Сама учитель по профессии, воспитала прекрасных детей. И все эти годы дружно живет со своими соседями здесь, в Ингушетии. Недавно моя день рождения, это делал Гуля, моя сноха, все приехали. И подарками уважает. Очень я люблю это соседи, уважаем. И так и мы живем потихоньку. Все дети в этой семье прекрасно говорят на ингушском. Мухаммад учится в 5 классе. Его родина Ингушетия. И он говорит, что здесь он свой. Меня обижают. Тем временем гости уже собрались. В честь Дня единства приехали родственники, друзья и зашли соседи. День народного единства в этом доме любимый праздник. И еще один повод собраться за большим семейным столом. Любимое блюдо, конечно, это плов. Поучаствовать в приготовлении не разрешили, но зато доверили самую важную миссию – поставить его на праздничный стол. Сегодня турки-месхетинцы занимаются в Ингушетии любимым делом. Получают образование, работают и развиваются. Среди них есть врачи, учителя и депутаты сельских городских советов. Ежегодно турки-месхетинцы принимают участие в благотворительных акциях, раздают продуктовую помощь малоимущим. Мы сегодня, как вы видите, Днем единства народов Российской Федерации, я поздравляю всех народов, живущих в Российской Федерации, Днем единства. Дай Аллах, чтобы у нас всегда было единство. Единство подразумевается братство, мир, согласие, экономика развивающая. Если единства не будет между народами, этого ничего не будет. Дай Аллах, чтобы люди поняли смысл слова единство, что такое. Мы живем очень хорошо, дружно, давно живем и не собираемся никуда уехать. Вам большое спасибо. С 1989 года мы с вами очень дружно живем, взаимопонимание очень отлично. Ну, торгуем, купим, там, этими делами занимаемся. У нас все порядок, очень хорошо. Вам нравится собираться такие праздники? Вот такие, мы всегда и собираемся так дружно. Мы еще когда жили в Вознесеновке, мы жили очень соседями. Культурно, взаимопонимание всегда было. Праздник, это единство, это очень хороший праздник, это скрепляет людей. Люди должны жить дружно, мирно, чтобы не было войны, самое главное. Поэтому, ну вот здесь, вот, я не знаю, конечно, не буду говорить за всех людей, которые, но вот рядом мы соседи, мы очень дружные. Впереди еще долгие разговоры за праздничным столом, ведь День единства – это день дружбы и гостеприимства, и этим людям точно есть о чем поговорить. Рина Цычоева, Магомед Белакиев, Новости 24.